С вами радио Крым Реалии, это дневное шоу, у микрофона Катя Некреча. И в этой студии уже появился Павел Казарин. Всем привет, друзья. Обозреватель Крым Реалии, напомню, и журналист из Крыма. Мы вот так вот делаем, иногда в пятницу собираемся для того, чтобы подвести итоги недели. Такая вот у нас есть вредная привычка. Да, почему же вредная, Паша, должен Потому что она как курение затягивает. Ну да, кстати, слушайте радио Крым Реалии, но мы как полезная вредная привычка, как-то так. 648 АМ, средние волны, мы доступны в Крыму и также в интернете. YouTube-трансляция есть уже на странице Крым Реалии, есть уже там 300 зрителей. И, возможно, потому что тема действительно волнует, судя по сегодняшнему нашему утреннему эфиру, так оно и было. Был просто миллион звонков, и мы не могли остановиться, точнее, наши слушатели, и не останавливались, звонили. Все почему? Потому что вот тема называется у нас сейчас так, дневная, Зубков сидит, Крым без воды. Мы обсудим еще одну тему, кстати говоря, из этого перечня про возможность крымско-татарской автономии на полуострове. Это 3 такие темы, о которых мы поговорим. Начнем мы как раз с автономии. Что же случилось? Вот представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию Укринформ, которое было опубликовано 5 февраля на сайте Укринформ, сказал о необходимости публичной дискуссии в этом вопросе. Мы начитали его цитату, его комментарий. Давайте послушаем, что же он сказал. Мы готовы работать с крымско-татарскими представительными органами относительно автономии. Готовы работать над этим вопросом с органами государственной власти. Но этот вопрос нуждается в публичном дискурсе и общении с крымчанами об этом. Я часто об этом говорю, когда речь идет и о Крыме, и о Донбассе, потому что мы работаем в рабочей группе по реинтеграции временно оккупированных территорий, комиссии по вопросам правовой реформы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы то, что принимают и напишут в Киеве, не было воспринято теми людьми, которые являются реципиентами. Поэтому я за то, чтобы двигаться в этом направлении, обсуждать этот вопрос, но чтобы включать в эти дискуссии общественность, органы государственной власти здесь и людей, которые проживают на временно оккупированной территории. А это цитата, да, этот фрагмент из интервью вызвал много дискуссий в Фейсбуке. Я видела, Паш, что ты тоже участвовал в комментариях на странице Антона Кориневича. Дискуссии между крымчанами в том числе есть о том, как вообще подходить к этому вопросу. На протяжении того времени, пока президентом Украины был Петр Порошенко, и он, часто, много говорил периодически о крымско-татарской автономии, о необходимости и прочее, но в Верховную Раду, скажем так, этот вопрос так и не зашел, хотя, судя по словам Петра Алексеевича, казалось, что вот он за и согласен, и его позиция вполне устраивала тот же Меджлис крымско-татарского народа. Сейчас ситуация с расстановкой политических сил несколько другая, совершенно другая, и вот, собственно, такое вот заявление Антона Кориневича, что нужна дискуссия, и в том числе нужно спрашивать у жителей оккупированного Крыма, она породила какие-то, в общем-то, снова, опять же, какие-то разговоры, обмен аргументами и прочее. Как ты думаешь, что вызвало вопросы, да, где-то возмущение у аудитории, да, почему это обсуждается в соцсетях, что не так сказал Антон Кориневич, что смутило? Мне кажется, что вообще, когда заходит речь о национальной территориальной крымско-татарской автономии, нужно договориться о терминах, потому что проблема того, что большинство людей, которые они слышат, чаще всего они слышат первый, второй раз, и у каждого свой образ с того, что это такое, с чем это и все едят. Давайте сразу попробуем развеять некоторые страшилки. Во-первых, Крым был, по сути, национально-территориальной автономией крымских татар, начиная с первых лет советской власти и до 1944 года, до депортации крымских татар. После этого, соответственно, Крым был переделан в область в составе область, потом передан Украине, и в 90-м году, соответственно, снова была восстановлена отдельная республика, но уже без каких-либо национально-территориальных элементов. А что вообще подразумевает такой формат, как национально-территориальные образование на территории какого-то государства? Оно вообще делается для защиты какого-то... например, в Финляндии есть саамы. Саамы – это коренной народ. Народ, у которого нет родины вне Финляндии. И для защиты, соответственно, саамов Финляндия сделала национально-территориальную автономию. У них, у саамов, есть даже свой отдельный парламент – Саамтинг. То есть это, это история, когда
на территории государства есть несколько коренных народов, ну, как на территории Украины, соответственно, украинцы, крымские татары, караимы, если не ошибаюсь, и крымчаки. А те народы, у которых нет родины вне той территории, которая находится внутри одного государства. И для того, чтобы их национально-территориальные права были соблюдены, для того, чтобы они не ассимилировались и не исчезли вообще с этнографической карты мира, предусмотрен формат национально-территориальной автономии. Это значит, что на той территории, где эта автономия действует, работают несколько иные правила. Например, государственным языком является не только общегосударственный, но и обязательный к изучению, например, язык данного конкретного коренного народа. Вот, и так далее, и так далее. Квотируется по национальному, по этническому признаку местные советы или местный парламент и так далее, и так далее, и так далее. И это, на самом деле, такие формы национально-территориальных автономий действуют в самых разных местах цивилизованного мира. Вот. И крымские татары естественным образом, потому что у них нет родины вне Крыма, их немного, 250 тысяч, они действительно стоят перед угрозой ассимиляции и растворения в 2,5-миллионном Крыму, когда на одного крымского татарина приходится 10 других. Они давно настаивали на том, что их права должны быть защищены подобным образом, через национально-территориальную автономию, систему квот, государственную поддержку изучения крымско-татарского языка и так далее. До 2014 года эта тема вообще никак не касалась властями Киева. После 2014 года аннексии и операции по смене флагов на территории полуострова, они вновь начали вспоминать. Но даже теперь мы видим, как Киев раз за разом не решается идти на подобный шаг и переносить вопрос в стадию практической реализации. Причин может быть несколько. С одной стороны, я думаю, что у многих чиновников просто и политиков существует дефицит понимания, зачем это нужно, и кто такие вообще крымские татары. И, условно говоря, какая-нибудь там Ирина Фарион из партии «Свобода» и ребята из партии «Свобода», они считают, что подобные вещи – это угроза дальнейшего сепаратизма в Украине и так далее, что вот они любят говорить, сейчас дадим крымским татарам национально-территориальную автономию, завтра захотят венгры Закарпатья. Ребят, венгры, при всем искреннем уважении к этому этническому меньшинству украинскому, они не являются коренным народом Украины. У них есть материнское государство за пределами Украины. Поэтому национально-территориальная автономия, там о ней не может идти речь. А вот в отношении крымских татар может. Потому что караимов и крымчаков исчезающе мало. 700 одних, 1000 других, там невозможно подобный формат для них создать. Вот. И спор возник очень простой. После того, как Кореневич сказал, что подобная тема должна долго и подробно обсуждаться, прежде чем выноситься в стадию практического решения, возникла дискуссия. А должна ли она, собственно, еще дольше и подробнее обсуждаться? И с кем? Да? С кем? И с кем? С какими крымчанами, которые выехали и находятся на материке, с теми, которые остались в Крыму, с теми, которые за Украину, за Россию? Тут, конечно, вопросов действительно самое много. Главное, понимаете, есть очень простая вещь. Вот вы, Катя, сидите передо мной в джинсах. Я не в джинсах, но в платье. Давайте представим, Ты посмотрел и все равно говоришь, что джинсы. Я не разглядел. Вы сидите передо мной, ведете эфир, я знаю, что вы водите автомобиль, и, в принципе, вы вполне свободная молодая девушка. Так вот, все это вы получили в последние 100 лет. Еще 150 лет назад ваш удел – это киндер-кюхе кирхе. Это дети, церковь и кухня. А женщины стали получать весь объем гражданских прав только где-то с Первой мировой войны и после ее окончания. А где-то они, как в Испании, до 1972 года не имели всего объема гражданских прав. В Европе, в западной, это происходило в 10-е, 20-е, 30-е годы 20 века. Точно так же, как, например, Барак Обама, например, мы привыкли, вот был хороший президент США, 2 срока там у власти и так далее. Но люди, которые присутствовали на инаугурации Барака Обамы, они еще помнят Ку-Клукс-клан в Южных Штатах. Мартина Лютера Кинга от Барака Обамы отделяет 46 лет. Это 2 с хвостиком поколения. Я это к чему говорю? Многие перемены в нашей с вами жизни, которые случились, они произошли, просто по историческим меркам буквально секунду назад. И наделение женщин гражданскими правами, отмена расовой сегрегации в Соединенных Штатах Америки
и так далее, и так далее, и так далее, это не сопровождалось общественным консенсусом. То есть общество в тот момент не хотело давать женщине гражданские права. То есть если бы спросили большинство, то Безусловно. большинство было бы против. Безусловно. Было бы не готово. А точно так же большинство было не готово, я повторюсь, чтобы темнокожее население Соединенных Штатов голосовало на выборы, чтобы они ходили в одни рестораны и в одни магазины с белыми. И в книге, вот в фильме «Зеленая книга», который совсем недавно вышел на наши экраны, и крымчане наверняка тоже могли его посмотреть, там это все ярко демонстрируется. И было выведено во второй половине 20 века очень правильно, очень корректное правило. Права человека и гуманитарные права, они не могут зависеть от мнения большинства. Потому что если мнение большинства завтра решит, что надо рыжеволосых ведьм, рыжеволосых женщин считать ведьмами и сжигать на кострах, это не значит, что власть может следовать за этой идеей. Окей, здесь понятно. Я благодарю тебя за то, что ты выразил тут свою точку зрения, да, и, в принципе, надо отметить, что после этой цитаты, после такой дискуссии в интернете, Антон Кореневич еще раз уточнил, что он за то, чтобы просто собрались все, включительно с коренными народами, с представителями там Меджлиса, всех органов, и работали над законопроектами, которые в будущем рассмотрит Верховная Рада. Он призывает к дискуссии, и, в общем-то, это то, что можно прочитать. Вы можете зайти на страницу в Фейсбуке, в комментарии все это увидите. Это была одна тема, которую мы обсудили. Вторая тема важная – вода для Крыма. Ты знаешь, Паш, что после расследования программы журналистских схемы, да, это проект «Радио Свобода», там, значит, это на прошлой неделе буквально вышло, 17 октября 2019 года было записано видео, да, опубликовано было только на прошлой неделе. Значит, на этом видео глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированной России Крым. Небольшой фрагмент давайте послушаем. Офіс президента регулярно відвідують міністри і депутати. Це керівник бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України. Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Вы хотели воду продавать куда? Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в России чи в Крым? В Крым. А Крым чей? Наш Крым, ну, это безусловно. Вот такой вот момент прозвучал. После этого появилось, безусловно, много реакций. Например, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя вот эту вот идею, отметил, что президент России Владимир Путин может в очень жесткой форме поднять вопрос о продаже днепровской воды с материковой Украины в аннексированный Крым. Нужно отметить, опять вспоминаем Антона Кореневича, постоянного представителя президента Украины в АРК. Он уверил, что возобновление водоснабжения Крыма по Северокрымскому каналу исключено до деоккупации полуострова. А в это же время депутат Госдумы России из Крыма Михаил Шеремет сказал, что российская сторона будет только приветствовать идею продажи днепровской воды с материка украинского на аннексированный Крым. Ну, в общем-то, тут уже, знаешь, пошло-поехало. Цитат много, российская сторона вроде как за, в Крыму говорят, то нам нужна вода, то не нужна вода. Но тут еще интересная реакция разных народных депутатов. Журналисты Крымреалии пошли в Верховную Раду, пообщались с некоторыми народными депутатами, и вот что сказала, например, Елизавета Богутская, крымчанка, депутат Верховной Рады от большинства, от «Слуги народа» и член комитета по вопросам гуманитарной политики про подачу воды в Крым. Давайте послушаем. Ні в якому разі, ні за гроші, не безкоштовно, ні як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важіль впливу, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою Україною, це є Північно-Кримський канал. Це юридично нікчемне питання, тому що з ким заключати цей договір, з якою сутністю Криму, з ким. Тобто, розумієте, щоб казати про якісь стосунки з окупованим Кримом, ми повинні розуміти, що ми тоді маємо визнати окупаційну владу Крима, з ким ми будемо укладати договір. Якщо наші українські закони і наші українські постанови не діють в юрисдикції Росії, яка вважає Крим своїм і яка проводить там свою юрисдикцію, а ми не маємо визнавати російської юрисдикції в окупованому Криму, то як? Через яких? Чи посередників? Чи як? Я не розумію взагалі, як це може бути.
Ну вот Елизавета Богуцкая, она на юридической части формальной, в общем-то, да, говорила об этом. Вот Павел Казарин в нашей студии, обозреватель Крым Реалий, и к тебе вопрос, Паша, что ты думаешь по этому поводу вообще, да, по этой дискуссии? Случайно ли сказал схемам вот этот вот господин Аристов, да, про то, что такой вопрос есть? Он говорил об этом как о бизнес-модели, кстати говоря, да? Что ты скажешь? Я очень боюсь того, что в офисе президента Украины может подобная дискуссия завязаться. Ну, смотрите, ситуация как сейчас складывается. Вообще очень любопытно. То есть, с одной стороны, сейчас мы наблюдаем историю про очередной дефицит воды в Крыму, особенно в Симферополе. Там вот чиновники говорят, что по часам будет вода, горячая только по выходным. Вот, и про то, что запасы Симферопольского водохранилища там хватит на 3 месяца, а в целом водохранилища Крыма заполнены там на 37% и так далее, и так далее. То есть Крым продолжает страдать от дефицита воды. Он и всегда обречен был страдать, потому что вода до 2014 года поставлялась и в советское время по Северокрымскому каналу из Днепра. И, соответственно, была в апреле 2014 года эта подача закрыта. Потом российские власти строили водозаборы, копали, бурили, соответственно, шахт, вот эти вот колодцы и так далее, и так далее. Но это все привело только к засолению почв в Северном Крыму и к тому, что сельское хозяйство там умерло окончательно. И понятно, что туристов можно в Крым привезти на самолетах, можно электроэнергию поставлять при помощи энергомоста с территории Краснодарского края, но воду не привезешь. Воду не привезешь. Ну, это дорого. Это просто дорого, да? Но, скажем, в тех объемах, которых тебе нужно, тебе это просто нечем привезти. Вот. И, разумеется, что единственный, кто может решить и закрыть для Москвы этот болезненный вопрос, это официальный Киев. Если он решит отремонтировать Северокрымский канал, который разрушается за годы простоя, там 7 насосных станций, если не ошибаюсь, их отремонтировать и поставлять воду в Крым. И в этот момент, на самом деле, мы оказываемся перед угрозой очень серьезного политического кризиса в Украине, потому что у России есть... Россия, вот не случайно ее в Украине называют государством-террористом. Потому что вот кто берет заложников и выдвигает политические требования? Ну, террористы. Они берут заложников, я не знаю, жителей каких-нибудь мирных и говорят, вы должны сделать то-то и то-то и то-то. Вот. Это классический политический терроризм. Вот Россия берет украинских граждан в заложники, а потом выдвигает Украине политические требования. Ты считаешь, что такие требования по поводу воды уже прозвучали? Где-то есть, вот, да, о чем говорил Рифат Чубаров? Я не знаю. Я не знаю, и об этом, если такие требования выдвигались, то знает какое-то очень ограниченное число людей, как в России, так и в Украине. Те люди, которые вот кулуарно как-то вот ведут эти переговоры, возможно, они забрасывали мысль, причем давайте... Я бы там на месте какого-нибудь российского чиновника что бы сделал? Что не мы, Россия, будем выступать с инициативой там, поставки воды в Крым, а давайте, чтобы мы сохранили лицо, вы выступите с какой-то инициативой о поставках воды в Крым. Вот, например, с идеей продажи. Мы тогда, Россия, сохраняем лицо, мы у вас ничего не просим, а вы, соответственно, вот берете на себя. Такой еще уточняющий вопрос. У нас есть слушатели, но все-таки, если, может быть, в офисе президента ведутся такие разговоры, может, не в офисе президента, но среди депутатов из «Слуги народа», потому что это же вышло от человека, от депутата, от главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова, он является представителем «Слуги народа», да, он это сказал журналистам. Ну, я думаю, что если подобное решение созреет в офисе президента и будет озвучено вслух, то Украину ждет очень большой раскол. Потому что большая часть людей, которые, в Украине, они в абсолютных числах меньшинство, порядка 15-20% населения, но это люди, которые стоят на очень жестких позициях суверенитета. И в первую очередь они выступают за украинский суверенитет. Но вот не за повестку холодильника, чтобы колбаса там была, а чтобы Украина была независимой, чтобы она давала отпор любым попыткам пересмотреть свои политические границы. Вот они, эти люди, которые делают Майданы, они будут воспринимать это как предательство. Потому что, по сути, Украина закрывает для
тем самым для Москвы вообще вопрос с аннексией Крыма. Все, нет никаких проблем. И России будет легко артикулировать на Запад, что, смотрите, даже Украина уже вернулась к довоенному статус-кво, поставляет в Крым воду и так далее, а вы сохраняете против нас какие-то непонятные санкции. И Давай все послушаем... это чревато большим расколом. Давай послушаем наших слушателей. Простите за тавтологию, но уж так есть. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий. Мое почтение, пани Некреща. Я крымчанин. Пани Некреща, вы вы производите впечатление девушки вдумчивой. И вы, наверное, хотите, чтобы вас не только слушали, но и прислушались к тем мнениям, которые у вас звучат в эфире. Ну, как вас возможно к вам прислушаться, если вы сейчас пригласили Богурскую и господина Казарина, который еще недавно с умным видом доказывали, что Крымского моста никогда не будет. А мы сейчас говорим про воду. Мы сейчас говорим про воду. Что? Знаю. Так вот я говорю, что хотите, чтобы к вам прислушивались, выбирайте себе более интеллектуальных. Не нравятся вам спикеры. Я поняла. А можно вам вопрос? Можно вам вопрос по воде? Как вы думаете, что официальный Киев воду должен дать Крыму или нет? Даст или нет? Нужна ли Крыму вода? Дело в том, что все зависит от того, какая будет ситуация в Крыму. Если ситуация в Крыму будет станет серьезно, то тут два варианта. Либо Днепр поворачивает в Россию, либо Россия начинает военную операцию по захвату этого канала. Так, да, я поняла. Я только вас, я прошу, все, я поняла. Я вам про военные операции могу еще раз напомнить и сказать, что Украина независимое суверенное государство, и любые призывы, которые, в общем-то, призывают к обратному, они на самом деле наказуемы украинским законодательством, поэтому прошу вас, будьте осторожны, когда вы звоните к нам в эфир, давайте фильтровать то, что вы говорите, к чему призываете. Слушайте, во-первых, я очень благодарен человеку, который к нам позвонил, он проиллюстрировал две вещи. Во-первых, так устроено сознание российского обывателя, ментально россиянина. То есть, если нам что-то нужно, мы сейчас это военным образом захватим. И людей совершенно не волнует, что это территория соседнего государства, и они вольны сами решать, торговать с кем-то чем-то или не торговать с кем-то чем-то. Вообще, современная Россия стала такой большой, потому что это государство, которое всегда проводило экспансию. И если наш уважаемый слушатель купит себе карту Российской Федерации и посмотрит, например, на Краснодарский край, то он обнаружит, что Сочи, Геленджик, Анапа – это вообще не славянские названия. Это черкесские названия. Просто Российская Федерация, захватив регион, вырезала к чертовой матери черкесов, оккупировала этот регион, вросла в него и заставила его врасти в себя. Российская Федерация – это классическое государство, которое уничтожает аборигенов, а потом заселяет их переселенцами, как, например, наш слушатель. Это один момент. Второй момент. Я как раз принадлежал к числу тех, кто считал, что Керченский мост будет достроен, но по совершенно другой причине, потому что Керченский мост, строительство Керченского моста было отдано Ротенбергу, который является бизнесменом из ближайшего окружения Владимира Путина. Человек, который он изначально был под санкциями. И когда он строил Керченский мост, он уже ничем не рисковал. Но зато ему из государственного бюджета прилетело 248 миллиардов рублей, если не ошибаюсь. Это гигантская сумма, которую можно осваивать, воровать, разворовывать. Керченский мост должен был быть достроен, потому что это была еще история про огромный бизнес. Про огромный бизнес человека из окружения Владимира Путина. И я как раз думал о том, что он будет достроен, потому что, условно говоря, Ротенберг привык осваивать большие суммы. Вот он эти суммы и освоил. Поэтому ничего удивительного, двигаемся дальше. Спасибо большое. Паша Казарин вот так ответил на запрос, в том числе наших слушателей. Но я вам скажу, что у нас так много разных спикеров выступает в этих эфирах, и так много разных точек зрения, что такого обилия, разнообразия вы не услышите ни на одной крымской радиостанции. Я думаю, поэтому вы с нами остаетесь и слушайте нас на 648 АМ в Крыму на средних волнах, и в том числе в интернете, например, в Ютубе на странице Крым Реалий. Переходим к третьей теме, вот таким моим хлопком. Экономим время на всем, даже на джинглах, потому что времени не так много, но тема супер актуальная, просто нереально актуальная. У нас сегодня был в пятницу утренний эфир.
просто количество звонков не посчитать. Не посчитать, мы продлили эфир на полчаса, и все равно вынуждены были уйти, несмотря на то, что телефонные линии были, в общем-то, закрыты просто звонящими. И это все почему? Потому что Олег Зубков находится под арестом, что судьба его парков, парка Тайган, зоопарка Сказка, всех волнует очень сильно волнует жителей соседней России, так могу сказать, потому что география звонков была, очень много звонков как раз было из соседней России, и тут нужно понимать, что люди просто в шоке. Вот, например, один из звонков очень хорошо иллюстрирует большинство звонков, которые к нам поступали, и вот что сказала звонившая буквально сегодня утром в наш эфир. Слушаю вот наших, так сказать, соотечественников, россиян, и вот я удивляюсь, насколько у них такая вот доброта к животным, к человеку, которого все равно выпустят, вот, ну там договорится он все равно потом с властями, но сотни людей сидят ни за что, вот, и как-то тишина, никто на пикеты не выходит, там, ну выходят там некоторые единицы, вот это меня удивляет. Я поддерживаю Зубкова, но он хоть вкусил, что такое русский мир, пускай немножко посидит, подумает. Так, а давайте, это были одни звонки из оккупированной территории, не представился человек, откуда точно, и из Харькова, а еще один звонок, послушаем, это он все-таки или не он, или что-то у нас технически... Слушаю вот наших... Все не то, простите, какой-то был фрагмент. В общем, там сказала женщина, которая звонила, уже не помню, из какого российского региона, что практически на халяву, так она и сказала, нам досталось вот такое, а почему власти ничего с этим не могут сделать, вообще как так можно? И очень много было звонков спасти Олега Зубкова. Напомню, что во вторник, 11 февраля, подконтрольной России Верховный суд Крыма должен рассмотреть апелляционную жалобу защиты Зубкова на его арест. Адвокат арестованного в аннексированном Крыму владельца парка Львов Тайган Арман Петросян утверждает, что его подзащитный не голодает, находясь в СИЗО Симферополя. Там супруга, например, Олега Зубкова говорит о том, что за животными в парке ухаживают и работают, в общем-то, хотя парк закрыт, да, для посетителей, но там все функционирует. И нужно сказать, что очень многие из комментариев и из комментаторов и из звонящих говорят о том, что обращают внимание на ситуацию Сергея Аксенова, и как бы и адвокат вот Олега Зубкова говорит, что вот надеемся на мудрость судей Верховного суда Крыма и подконтрольного России, и что вот Сергей Аксенов обратит на это внимание, он же взял, в общем-то, на поруки вроде как Зубкова, то есть очень обращаются так, как будто бы конфликта никакого и не было, они ведь пожали друг другу руку, и тут у меня вопрос, Паш, к тебе, что происходит, кто против Зубкова, это кто-то козни строит Сергею Валерьевичу, да, и вот такое вот вытворяет, чтобы подумали все на Аксенова, или это что-то другое, или что-то судебная система не так, что там происходит? Против Зубкова сам Зубков. Человек, который в 2014 году искренне поддерживал появление России, он просто не понимал, что такое Россия. Знаете, это ведь история про то, что многие жители сопредельных с Россией государств, или, например, жители украинского Крыма, они ведь складывали свои впечатления о России из там, нерегулярных поездок в российские города. Например, в Москву, в Питер, куда-нибудь к родственникам, вот, так далее. И из российского телевизора. А реально-то бытовая повседневная Россия и ее практики, они ведь совершенно другие. Это классическая сторона такого неофеодализма, где чиновник, он имеет всю полноту власти, свой феод, и он отчитывается только перед королем, но абсолютно не перед своими, не знаю, дворовыми простолюдинами. Так вот, Зубков просто понял это первым. Раньше всех. И стал говорить об этом публично. Вот. Но плетью обуха не перешибешь и ситуацию назад не отыграешь. Поэтому он привязан к своему парку. Он же не может его так просто продать и уехать. То есть, условно говоря, это же не какой-нибудь ларек с шаурмой, простите меня. Вот. Это огромное предприятие, и которое требует ежедневного ухода. Его нельзя закрыть на ключ и, там, я не знаю, выключить батарею. Да? Все умрут, и предприятие исчезнет. И львы умрут, и животные в зоопарке. Поэтому то, что произошло, это классическая история про то, что кто не с нами, тот против нас. Вот, условно говоря, не захотел делиться бизнесом, не захотел, я не знаю, присягать на верность, не захотел признавать над собой суверенитет Сергея Аксенова.
ну вот в конечном счете тебя съест эта система. Она же как бультерьер, она сжимает челюстью, но не разжимает. Смотри, Сергей Аксенов на своей пресс-конференции говорил на последней о том, что никакого конфликта у него лично с Зубковым нет, да, а после этого случилась их встреча, которую расценили в соцсетях как там примирение и прочее. Есть фотография, где они пожимают друг другу руки, и опять же, эксперты, адвокат Зубкова, люди, которые звонят, они высказываются так, как будто бы причина не в том, в чем мы думали раньше. Причина, то есть в конфликте с Аксеновым. Это классическое пространство всеобщего лицемерия. Владимир Путин тоже никогда не высказывает никаких угроз в отношении кого-то, таких прямых и явных. А когда ему говорят, ну подождите, ну смотрите, вот тут ОМОН ломает руки, ноги на митинге задержанным, которые просто даже мимо проходили, он говорит, если вам что-то не нравится, идите в наш суд. Сергей Аксенов тоже сейчас будет говорить, да нет у меня никакого конфликта с Олегом Зубковым. Это к Олегу Зубкову есть вопросы у правоохранительной системы. Вот он и решает их. Ну, простите, но давайте на чистоту. Нет в России независимой судебной системы. Нет в России независимой правоохранительной системы. И все иллюзии на этот счет давайте отбросим изначально. Ну, я думаю, что возможно, это, знаете, было даже таким особенным пространством такого макиавеллизма. То есть выйти на пресс-конференцию, пожать Зубковым руку, зная о том, что через несколько дней его арестуют. А после этого твоя как бы миролюбие, твоя позиция кота Леопольда на этой пресс-конференции дает тебе возможность говорить, да это не мой заказ, мы только помирились, но разве способен я влиять на независимое российское следствие и на независимый российский суд? Да не в жизнь. Вот такое мнение Павла Казарина, обозревателя Крым-Реалий, нашего коллеги, журналиста из Крыма. Спасибо, Паш, за то, что пришел к нам в эфир и поделился своими мыслями со слушателями радио Крым-Реалий. Как видишь, персональная реакция на твое присутствие в эфире также последовала, судя по звонящему Ура! К нам нашему постоянному слушателю, который так не любит все, что у нас происходит, но в то же время слушает все наши эфиры, такое впечатление. Что же, значит, что-то полезное все-таки вы получаете из наших эфиров. Это радио Крым-Реалии. Мы не останавливаемся на этом. Через несколько секунд в нашем эфире мы поговорим про фильм «Черкассы» о сопротивлении тральщика военных морских сил Украины во время аннексии Крыма. Этот фильм выйдет в прокат уже 27 февраля нынешнего года. Оставайтесь с нами и узнаете больше, о чем этот фильм и что ждет зрителей. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты. Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым-Реалии. Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают. К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют. А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Радио Крым-Реалии возвращается в студию. Для вас работают Андрей Гивко и Катерина Некреча. И далее мы будем говорить о фильме. Фильме, непосредственно связанном именно с Крымом. Будем говорить о кинофильме «Черкассы», который совсем скоро, выйдет на украинские экраны. И вот украинско-польский фильм Тимура Ященко «Ю-311 Черкассы» о сопротивлении тральщика военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма выйдет в кинопрокат 27 февраля 2020 года. Ну и ранее, в июле, в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась премьера этого фильма. После завершения показа первые зрители 5 минут аплодировали стоя съемочной группе с украинскими военными моряками и украинским военным морякам. Это вот, да, такое было яркое событие. Ну вот фильм «Черкассы» попал также в конкурс Варшавского кинофестиваля. И нужно сказать, что финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 миллионов гривен при общей стоимости производства почти в 40 миллионов.
Как отметили авторы фильма, некоторые сцены художественной картины вымышлены. Фильм не является документальной реконструкцией событий. Напомним, что в течение 3 недель в марте 2014 года 48 моряков Черкас из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Данузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны Черкасы Россия Украине так и не вернула. Ну и давайте послушаем фрагмент кинофестивального тизера к фильму «Черкасы» и кинотеатрального, прошу, тизера к фильму «Черкасы». Вот послушаем, потом обсудим все. Вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Татарські діла? Українські. Воно, диви, заєць. Зелений чоловічка. Ну и для того, чтобы понимать немножко больше о фильме, рассказать нашим слушателям и зрителям о том, что же вложили авторы в идею, с нами на прямой телефонной связи Марта Лотишкина, продюсер фильма «Черкасы». Марта, здравствуйте. Доброго дня. Скажите, как пришла идея снимать фильм именно про Черкасы и почему выбрали именно вот эту вот всю историю из, скажем так, масштабной аннексии Крыма? Насправді ми не вибирали цю історію. Ця історія обрала нас в особі режисера Тимура Ященко. Тимур Ященко у 2014 році проживав у Польщі, Варшаві і, як більшість українців в Україні і поза межами України, дуже вболівав за те, що відбувалося в Криму. І він сам згадує, що в його пам'ять врізалися оці кадри, де моряки тральщика, тоді казали, що це Черкаси, насправді це Ольшанський, співали «Воїни світла». Історія їхнього супротиву, того, наскільки міцно вони були, власне, по українській стороні. От, і після... Власне, він знайшов собі друга Роберта Квільмана, спільно з ним вони напрацьовували сценарій, і до нас, до компанії, вони вже прийшли із готовим сценарієм. Ознайомившись зі сценарієм, ми вирішили, що цей фільм повинен бути, він повинен прийти до українського глядача, і всі повинні дізнатися цю історію. Марта, скажите, а где снимали сам фильм, поскольку события в реальности происходили на озере Данузлав, и какой корабль использовали, собственно говоря, вместо тральщика Черкасы, который Россия так и не вернула? Частина зйомок морських відбувалася в Очакові, частина зйомок відбувалася в військовому порту в місті Одеса. Звичайно, що самого тральщика Черкаси у нас не було, зате нам запропонували тральщик Корець, який був дещо подібним візуально до тральщика Черкаси, і ми, відповідно, його візуалізували і зробили за допомогою, звичайно ж, вміння нашого художника-постановника Олексія Величко, ми зробили його подібним до тральщика Черкаси, додали воєнні конструкції, які роблять його візуально подібним. Марта, а что относительно вот, собственно, того, что, ну, фильм, как заявлено и понятно, да, что не документальный, но в то же время можно ли в процентном соотношении как-то измерить вот факты, которые действительно происходили, да, и художественный вымысел, то есть зритель, который придет в кинотеатр, сколько он получит вот информации о том, что происходило на самом деле? Історія наших героїв, вона є, скажімо, видуманою. Це є творче трактування нашого режисера, а весь історичний бекграунд відповідає дійсності. Тобто головні герої, звичайно ж, видумані, хоча, знову ж таки,
окремі актори, це є справжні моряки Черкас, які себе самі грали в цьому фільмі. Історичний бекграунд відповідає повністю їхнім спогадам Юрія Федаша, а також інших учасників цих подій. А сложно было на площадке работать с непрофессиональными актерами? Їм сказали грати самих себе і бути самими собою. Відповідно, вони дуже гармонійно вписалися в фільм. Ну, это такая фишка тоже фильма, Да, я так понимаю, да? Сложно было уговорить, собственно, на такое вот действие людей, которые не связаны с кино? Ну, кіно завжди захоплює, кожен хоче мати відношення до цього чарівного світу. Більше того, один з колишніх моряків тральщика Черкаси, Михайло Воскобойник, продовжив свою кар'єру саме в акторському напрямку. Зараз він навчається у кіношколі в Лодзі і вже має навіть дебютні фільми з власною участью як актора. Классно. Марта, такой к вам еще вопрос. Фильм, судя по тизерам и трейлерам, которые я успел посмотреть еще раньше, когда вышли первые тизеры, и последний трейлер тоже видел, там есть такие вот серьезные батальные сцены, пролеты вертолетов и подплывающие лодки, и обстрелы. Как смотрится фильм? Он смотрится больше вот как такая полуисторическая драма или как такой полубоевик с таким динамичным экшеном? Я би сказала, тут є все, тобто тут є і драматичні моменти, і є моменти екшена, все як в житті. Все як, в принципі, плюс-мінус було з моряками тральщика Черкаси. Скажите, а была ли уже, я понимаю, что фильм уже был представлен на фестивале, получили ли вы реакцию из России, поскольку вот на современные украинские фильмы, особенно которые касаются военных действий против российской агрессии, на них очень остро реагируют в самой России. Получали ли вы критику? Возможно, вас какая-то критика даже, наверное, позабавила? Офіційної критики не було, принаймні нам про це не відомо, але під кожним нашим трейлером, тізером і так далі дуже активно працюють російсько спрямовані боти. Тобто якісь там коментарі образливі, там нівелювання вкладу тральщика Черкаси, Юрія Федаша і взагалі, що таке щось було, таке є. Это интересно. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Я так понимаю, что на страницах Крым Реалии будут еще материалы, связанные с этим фильмом, с фильмом Черкасы. И напомню, что Марта Лодиш была с нами на связи. Это кинопродюсер фильма. Спасибо вам огромное, что включились. А всем нашим слушателям, зрителям можем только напомнить, что в прокат фильм выйдет 27 февраля нынешнего года. Поэтому, если собираетесь приезжать на материк, можно как-то спланировать и найти время для того, чтобы пойти в кинотеатр. В принципе, современное украинское кино достаточно интересное. Я еще, когда увидел первый трейлер Черкас, даже, наверное, не трейлер, тизер, который вышел еще в прошлом году, уже стало интересно пойти на самом деле посмотреть этот фильм. Такие фильмы обычно довольно тяжелые, особенно если ты как журналист наблюдал за всей этой историей, за хронологией развития событий аннексии Крыма. Но, тем не менее, мне кажется, что сходить на такой фильм было бы интересно, и я думаю, что отзывов среди людей, которые первые пойдут, будет достаточно много. Да, очень важно, особенно я думаю, что для крымчан, которые на чьих глазах все это развивалось, кто это все видел, действительно потом, может быть, написать отзывы, что они скажут по этому поводу. Но на самом деле тема Крыма звучит и в украинских кинотеатрах, в украинском кино, и ее достаточно много, и это тоже важно, я считаю. С вами была Катя Некреча, Андрей Гивко. Это радио Крым Реалии. Напомню, что круглосуточно вы нас можете слушать на 648 АМ в Крыму. Практически по всему Крыму нас слышно. Еще и сайт Крым Реалии, где онлайн можно нас слушать. Ну и подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Крым Реалии найти очень легко, и очень много полезного вы можете почерпнуть из такого вот общения вместе с нами. До встречи в эфире!